Глава Ингушетии и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев обсудили готовность субъекта к проведению государственной итоговой аттестации в текущем году, а также рассмотрели актуальные вопросы в сфере образования. Анзор Музаев отметил возросший уровень работы в части проведения в республике экзаменационных испытаний, что привело к значительному улучшению показателей в прошлом году. По его словам, представители надзорного ведомства в преддверии ЕГЭ традиционно посещают субъекты России. В ходе подобных визитов исследуется качество образования по каждому региону, поскольку именно это и влияет в дальнейшем на результаты итоговой аттестации. Махмуд Али Калиматов отметил, что уровень образования как начального, так и среднего, профессионального и высшего требует преобразования. Он подчеркнул, что регион меняет приоритеты. В первую очередь изменения будут касаться подготовки профессиональных кадров в сфере образования. Также при осуществлении набора в учебные заведения упор отныне будет делаться на технические профессии, поскольку они более востребованы и наработки уже имеются. О готовности к проведению основных экзаменационных мероприятий для выпускников школ доложила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования пройдет в форме ЕГЭ в период с 31 мая по 2 июля в 8 пунктах проведения экзаменов, а также в форме государственного выпускного экзамена в период с 25 мая по 10 июня в 3 пунктах, включая пункт на дому. В дополнение Эсет Бокова сообщила, что по результатам всероссийских проверочных работ в этом году республика поднялась с 28 на 9 место, что является существенным скачком. В течение 3 последних лет число школ с признаками необъективности в УПР сократилось с 23 до 4 школ. Внимание к нам было серьезное. По всем параметрам 16 человек было наказано, да? 4 человека было уволено, директоров. И я считаю это правильно. Ваш приезд еще раз даст ориентиры. Это помощь та, которая детям нужна. Нашей республике она нужна. И я думаю, тут самое главное – откровенно работать с Обрнадзором. Мы все-таки были на каком месте? В 82-м, по-моему, да? А потом на 9-е поднялись. Только на 9-е? Почему? Потому что я лично за этим следил. Лично. Вот я вам даю слово, ко мне подойти не могут. Не в смысле, что я там лицо такое недоступное, а просто знает мои принципы. Ни один человек ко мне не обратился, чтобы я в чем-либо помочь. У нас сбоев не будет в ЕГЭ. Я буду лично контролировать и контролирую. Сразу хочу поблагодарить за качественную работу в прошлом году. Вы уже подчеркнули, Мухарбек Айбертович и Сият Ибрагимовна. Им было действительно непросто. Прошлый год нам дал возможность все-таки коллегам, в первую очередь, понять все, осознать цифры, которые мы им даем, таблички, статистические материалы. Понять то, что экзамен проходит спокойно там, где дети на 100% готовы к сдаче. Где они знакомы с предметами, они осознанно 2 года назад, переходя в 10 класс, выбрали эти предметы, 2 года их учителя качественно готовили к сдаче этих экзаменов. Там нет ни страха, ни договоренности, ни давления никакого. Они приходят и сдают. Проблема не уже сдачи самого экзамена. Самая большая проблема, что детей пока еще не готовят к экзамену. Вообще не используют те методики, которые есть правильные в течение 11 лет обучения в школу. Республика у нас вошла в 6 субъектов, с которыми мы персонально работаем. Мы практически раз в 2 месяца проводим ВКС. Есть своя дорожная карта по улучшению качества образования. В образовании быстрых результатов не бывает. Мы надеемся, что через несколько лет вот эта команда, ваша команда действительно покажет результат. И люди, население, дети, в первую очередь, учителя это почувствуют. Строиться мы вот ехали. Много прекрасных школ, детских садов. Ну, наша с вами обязанность, чтобы эти прекрасные здания еще наполнить качественным содержанием, и тогда все это оценят.